Друзья, сейчас мы с вами научимся играть на гармонии с помощью аккордов. Методика очень простая. С помощью нее я очень быстро научился играть на гармонии. Вам тоже она поможет, я уверен. Давайте начнем. Сначала запишем, где какой аккорд находится. Возьмите листочек и запишите. Аккорд АМ. Аккорд С. Аккорд G. Аккорд Е. Аккорд ДМ. Аккорд F. Эти же аккорды мы подбираем на правой стороне. И во время игры какой-нибудь песни мы просто одновременно играем и справа, и слева эти аккорды. Аккорд АМ. Четвертая клавиша сверху. А здесь АМ вот здесь. Аккорд С. Пятая клавиша. Аккорд F. Восьмая клавиша. Аккорд ДМ. Седьмая клавиша. Аккорд G. Пятая клавиша. Аккорд Е. Шестая клавиша. Но на самом деле аккорды это не только одна клавиша. Это сочетание нескольких клавиш. И они могут играться и здесь, и здесь, и здесь. Это называется змейка. Но мы ее сейчас не будем изучать. Я вам показываю самый простой метод, как хотя бы подобрать мелодию и слева, и справа одинаково. А потом уже вы будете импровизировать, когда будете уже дальше добавлять свои звуки. Когда вы сейчас записали, где какой аккорд находится на листке бумаги, советую вам взять какую-нибудь песню, которую вы знаете наизусть. Например, я возьму песню Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце». Она состоит из 4 аккордов АМ, С, ДМ и G. И нужно ее сыграть на левой стороне и на правой. То есть в то время, когда ты нажимаешь АМ слева, нужно нажимать АМ справа. Давайте попробуем. Выбирайте свою песню, записывайте аккорды на листочке, садитесь перед бумажкой и играйте эти аккорды слева и справа, а потом соединяйте. Далее есть такой вариант, когда вы видите видео, как играет какой-нибудь гармонист, и не можете просто уследить, что он, какой аккорд нажимает справа. Но вы можете уследить, какой аккорд он нажимает слева. И вы можете уже, смотря как он играет на левой стороне, подобрать аккорды правой стороны. И вот вы аккорд АМ можете подобрать, аккорд С, аккорд F, аккорд ДМ, аккорд G и аккорд Е. И есть еще третий вариант, когда вы услышали какую-нибудь песню, мелодию, у вас нету ни видео, ни аккордов, вы просто хотите ее разобрать, научиться играть на гармонии. Просто садитесь, включайте песню, но это уже немного сложнее, и подбираете на правой стороне мелодию. Я таким образом делаю разборы. Если у меня нет ни аккордов, ни видео какой-нибудь песни, меня просят разобрать какую-нибудь песню, я
на правой стороне подбираю мелодию. Когда ты нажимаешь на какую-нибудь клавишу, есть такой интонационный момент, когда происходит звук баса, и в тот момент меняется аккорд на левой стороне. И аккорды меняются они одновременно. То есть АЕ и резко С. Нужно обладать немного музыкальным слухом, чтобы поймать хотя бы момент, когда аккорд меняется с одного на второй. И вот сначала вы слушаете музыку, подбираете на правой стороне, и потом меняете аккорды вместе с правой на левой стороне, после того, как уже подобрали левую сторону. Сначала хотя бы одним пальцем, потом уже, когда научитесь хорошенько играть, можете импровизировать, добавлять, использовать аккорд по полной. Вот и все пока что. Кому надо что-то дополнить, пишите в комментариях. Может, я не все рассказал, но это пока что начальные азы, можно сказать, которые мне помогли, помогут и вам.